Глава 2. Еще в январе 1817 года, 26 числа, 3 месяцев не прошло с момента его появления на Кавказе, он пишет Закревскому: «Грузия, если Бог благословит нас необходимым миром, придет мало-помалу к устройству и спокойствию, но меня терзают мерзавцы-чеченцы, которых по возвращении из Персии должен наказать непременно. От Моздока до Кизляра нет спокойствия на линии. Беспрерывное хищничество. Увозят и убивают людей. Слабая на линии управления избаловала поселенных казаков, и они нерадиво охраняют порученные им посты. В рассуждении чеченцев я не намерен следовать примеру многих господ генералов, которые, нападая на них в местах неприступных и им знакомых, теряли множество людей, им не наносили вреда, напротив, каждый раз утверждали их в мнении, что их преодолеть невозможно, и по сочинению пышной реляции, уверив правительство в геройских своих подвигах, возвращались, озлобив их более прежнего. Я приду на реку Сунжу в места прекраснейшие и здоровые. В горы ни шагу. Построю редуты и хорошие землянки, соберу посеянный ими хлеб и целую зиму не позволю им пасти свой скот на плоскости. Продовольствие сыщу у народов, называющихся приязненными нам, мирными. Эти злые мошенники под личиною друзей, участвующие во всех злодействах чеченцев, пропускающие их через свои земли и дающие им убежище. Останусь до тех пор на Сунже, пока выдадут мне всех наших пленных, заплатят деньги за убытки частных людей, и если достану денег довольно, то на Сунже заложу порядочную крепостицу, в которой расположу некоторую часть войск, теперь на большом расстоянии по линии рассыпанных. С будущую весною уже распоряжено у меня построение одного сильного редута на Сунже со стороны Владикавказа, о чем просили меня горские народы, враги чеченцев, желающие выселиться из гор на плоскость для удобного хлебопашества. Надо отдать справедливость Алексею Петровичу. Он чрезвычайно быстро сориентировался в ситуации и понял, что для достижения стратегического результата необходима точно рассчитанная последовательность действий. Постоянное и грозное давление на противника с обязательным закреплением замеренных территорий и противопоставление одних горских народов другим. Ему приписывают формулу, которую повторяли многие. Кавказ – это огромная крепость, защищаемая многочисленным полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать ее или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду. Но при всей своей проницательности Алексей Петрович не представлял себе реальной тяжести ставшей перед ним задачи. В ноябре 1817 года, вернувшись из Персии и ожидая реакции Петербурга на свой великий проект, он составил и послал императору рапорт, который можно считать и принципиальной оценкой ситуации, касающейся отношений с горцами, и манифестом о стратегических намерениях. За 3 дня до рапорта Александру он писал Закревскому: «Между тем наскучили чеченцы, и дерзкое поведение их дает вредный пример другим народам, которые, смотря на их успехи, думают, что мы не в состоянии усмирить их. Это совершенная правда, что нельзя смирить их прежними способами, ходя к ним в горы и теряя напрасно людей. Но как я взялся, то смирим, и не в весьма продолжительное время». Он не мог представить себе, что война на Восточном Кавказе продлится еще 40 лет. Но именно предложенный им способ воздействия на горцев, ставший определяющим, равно как и наращивание сил, о котором он также толковал, принесут хотя бы видимость желанного замирения. Он равно же не мог себе представить, что в 1840-е и 1850-е годы
на Кавказ будут прибывать из России не отдельные полки, о которых он просил как о великой милости, а дивизии и корпуса, и у главнокомандующего князя Борятинского соберется под рукой более 250 тысяч штыков и сабель, в 10 раз больше, чем у него, Ермолова. Глава 3. В апреле 1818 года, готовясь выступить на Сунжу, он писал Закревскому: «Чеченцы, друзья наши, кажется, уже надуты. По приуготовлениям думал я, что они оставят ближайшее селение и разбегутся, но они лучше сделали. Они в совершеннейшей беспечности, что я, по примеру прежних на линии начальников, дождусь глубокой осени, и когда лес обнажится от листьев, пойду пожигать их селения, из которых обыкновенно удаляют они своих жен и лучшее имущество, а наши рыцари придут и пожгут пустые дома, потеряют множество людей, и все подвиги заключат лживыми и пышными реляциями. Я, напротив, прикинулся не желающим другого, как оградить себя от хищничеств и разбоев, уверяю их, что они люди честные, не мешаю в сельских работах и занятиях, а посеянный ими хлеб возьму на себя труд жать солдатами и сено их скошу в пользу войск. Теперь, чего никогда еще не бывало, открою подряды на перевозку к Сунже провианта, и некоторое количество берутся ближайшие чеченские деревни перевозить за плату, которая не выше будет той, что даем мужикам нашим. В нынешнем году не успел я занять всей Сунжи, а в будущем некоторые из деревень, называющиеся мирными и кои делают нам ужаснейший вред, получат благосклонное приглашение удалиться в горы и оставить прекраснейшие земли свои в пользу стесненных казаков наших и верных нам и добрых нагайцев, около Кизляра живущих. Удалиться в горы значит на пищу святого Антония. Не надобно нам употреблять оружие, а стеснения они лучше нас друг друга истреблять станут. Вот вернейший план, которого, если бы держались мои предместники, давно бы мы были покойнее на линии. План, по которому вытесненные в горы чеченцы, лишенные пашенных земель и пастбищ, должны были драться друг с другом за пропитание, был вполне достоин патера Грубера. В выборе средств, если они обеспечивали должный результат, он не затруднялся. Приготовление к напору на чеченцев, с чего, собственно, и началась активная фаза Ермоловской войны, происходили на фоне драматической переписки с Нессельроде о персидских делах. И, готовясь к военным действиям и приступив к ним, Алексей Петрович ни на минуту не забывал о главном своем замысле. Подавление чеченцев было занятием необходимым, но для него второстепенным. 10. Глава 4. Еще в мае он сосредоточил на Тереке сильный отряд, состоящий из 4 егерских и 2 линейных батальонов, 6 тяжелых орудий, 6 легких и 4 конных орудий. Кавалерию составляли 500 донских и линейных казаков. Перед выступлением Ермолов направил императору обширный рапорт, в котором изложил подробную программу подавления и вытеснения горцев с плодородных земель, программу, которой он старался придерживаться во все десятилетие своего проконсульства. В нынешнем 1818 году, если чеченцы час от часу наглеющие не воспрепятствуют устроить одно укрепление на Сунже в месте самым для нас опаснейшим, или, если можно успеть, будет учредить 2 укрепления, то в будущем 1819 году, приведя их к окончанию, тогда живущим между Тереком и Сунжею злодеям, мирными именующимся, предложу я правила для жизни,
и некоторые повинности, кои истолкуют им, что они подданные вашего императорского величества, а не союзники, как они до сего времени о том мечтают. Если по надлежащему будут они повиноваться, назначу по числу их нужное земли количество, разделив остальную часть между стесненными казаками и короногайцами. Если же нет, предложу им удалиться и присоединиться к прочим разбойникам, от которых различествуют они только именем одним, и в всем случае все земли останутся в распоряжении нашем. Я в таковых обстоятельствах прошу вашего императорского величества своеволения, чтобы из полков Моздокского и Гребенского добровольно желающие могли переселиться вперед за Терек. За сим распоряжением селения наши по Тереку от устья Сунжи и до Кизляра и самый сей город, единственный родом промышленности и знатной казне доход приносящий, останется тем же, как и теперь, подверженным опасностям, которые отвратить одно средство в том состоит, чтобы цель укреплений, расположенных по Сунже, продолжить через Аксаевские, Андреевские и Костяковские селения до реки Сулака, где для учреждения оных несравненно менее предстоит затруднений, нежели против чеченцев. Таким образом, со стороны Кавказской приблизимся к Дагестану и учредится сообщение с богатейшую Кубинскую провинцией, и оттуда в Грузию, которой доселе лежит один путь через горы, каждый год несколько времени, а иногда и весьма долго, пресекаемый. Мимоходом в Дагестан через владение Шамхала Тарковского овладеем мы соляными богатыми озерами, довольствующими все вообще горские народы и чеченцев.